известный среди тюркских народов. И в частности, вот хотел бы сегодня остановиться на проблеме северо-западных башкир и проблеме северо-западного диалекта башкирского языка, потому что вот точно такие же процессы происходят среди других братских народов России. И в частности, вот я приведу пример, например, нагайцев. И очень интересные происходят процессы с нагайцами-юртовцами в Астраханской области. И мы говорим об особом юртовском диалекте нагайского языка и о том, что вот на этом диалекте вот сегодня есть очень интересный проект юртовских нагайцев, есть интересные проекты издания литературы на этом диалекте. То есть, в принципе, вот то, что сегодня в Башкортостане происходит с северо-западным диалектом, какие процессы, это все находит очень яркие параллели среди других народов России, тюркских народов России. И это очень интересный, очень уникальный материал вот для нас, для этнографов, не только для лингвистов, но и для нас, для этнографов. Вот. Ну и, конечно же, хотел бы проанализировать перспективы развития тюркских народов в России. Я считаю, что у нас очень интересные перспективы и дальнейший рост этнокультурных тюркских народов в России – это, несомненно, вот залог нашего и сотрудничества. Вот.